Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшевшара. Я ее ведущий Нарсу Абухва. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях дня. Государственный таможенный комитет подвел итоги 2022 года. Министр просвещения Налгабле принял Лину Айба, участницу телепередачи «Умники и умницы». Специалисты Абхазской железной дороги приступили к работам по расчистке здания Сухумского вокзала и благоустройству прилегающей к нему территории. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за февраль. Мероприятие прошло под руководством министра Владимира Ануа. Были рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, министр обороны определил основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск, по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. За февраль 2023 года в бюджет Абхазии поступило 351,4 миллиона рублей налоговых платежей при плане в 248 миллионов. Выполнение плана составило 142%. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За 2 месяца нового года в бюджет республики поступило 598,6 миллионов рублей. Выполнение составило 138%. План перевыполнен по всем районам республики, кроме Ачимчирского, где выполнение составило 77%. Наибольшие показания в Гагрском районе. Здесь план выполнен на 235%. Товарооборот Абхазии с Россией в прошлом году составил рекордные 30,5 миллиардов рублей. Возрос и объем внешней торговли республики. Государственный таможенный комитет подвел итоги прошлого года. В работе коллегии приняли участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов. Подробности в репортаже Сарии Кварасхелья. На положительную динамику исполнения плановых показателей по таможенным платежам за 2022 год оказали принятые меры по усилению таможенного контроля, а также структурные изменения в деятельности таможенных органов, отметил председатель ГТК Отар Хеце, открывая коллегию. По данным отдела таможенной статистики и анализа комитета, внешнеторговый оборот республики за 2022 год составил почти 40 миллиардов рублей, что в сравнении с предыдущим годом на 11,2% больше. План выполнен на 117%. В денежном выражении бюджет страны на 428 миллионов рублей начислено больше, чем планировалось на 2022 год. В сравнении с показателями 2021 года за анализируемый период начислено на 192 миллиона рублей больше. Товарооборот Абхазии с Россией вырос на 13% и составил почти 35 миллиардов, что в сравнении с 2021 годом больше на 3 миллиарда 448 миллионов рублей. Увеличился и товарооборот по импорту на 10,4%. Рассматривая динамику экспорта абхазских товаров, можно отметить, что с 2018 года объем экспорта вырос от 5 миллиардов 162 миллионов до 6 миллиардов 963 миллионов, или почти на 35%. В 2022 году объем экспортных поставок, как я уже говорил, составил 6 миллиардов 963 миллиона. В сравнении с предыдущим годом данный показатель вырос на 903 миллиона рублей, или почти на 15%. Абхазские товары в 2022 году экспортировались в Российскую Федерацию, Турцию, Белоруссию, а также в качестве гуманитарной помощи в Донецкую и Луганские народные республики. Об итогах деятельности правоохранительных подразделений ГТК отчитался заместитель председателя таможенного комитета Зураб Ашуба. Общая стоимость объектов нарушения таможенных правил по составленным административным делам составляет 35 миллионов 551 тысяч рублей. По материалам расследования правоохранительным блоком финансово-экономическое управление Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в качестве штрафа по делам об административном правонарушении начислена сумму 1 032 000 рублей. В качестве залога по делам об административном правонарушении на депозитном счету Государственного таможенного комитета Республики Абхазия находится денежная сумма в размере 2 800
18 тысяч рублей. Согласно плану правоохранительной деятельности ГТК на 2023 год будут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение таможенных правонарушений, а также контрабандного ввоза товаров через государственную границу. Установлен план мероприятий по подписанию дорожной карты с МВД по линии правоохранительной деятельности. В 2021 году было создано управление правоохранительное. Ранее существовали отдельные правоохранительные подразделения оперативные. В 2021 году было принято решение данное управление обобщить, создать единый центр, а следовательно выработать совершенно другие алгоритмы действий и так далее. Но третье межведомственное соглашение, которое подписано было с МВД в 2022 году, оно тоже повлияло на ход развития данного направления. Но и немаловажную роль международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности, которое поддерживается на достаточно высоком уровне. Все это вместе дает определенный результат. Я надеюсь, что мы на этом не остановимся, и по тяжким правонарушениям в сфере таможенных преступлений у нас будет достаточно серьезная динамика. Подводя итоги коллегии, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил, что с учетом экономической ситуации в мире в последние годы роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности значительно возросла. Несмотря на все трудности, показатели 2022 года демонстрируют поступательную динамику. За 5 лет таможенные платежи в республиканский бюджет выросли на 90%. Ну, я вам откровенно могу сказать, если такой темп роста будет сохранен, то у нас очень много получится еще хорошего, еще много изменений можно будет сделать. Ведь доходы от внешнеэкономической деятельности нашей страны, в частности, доходы от поступлений ввозных таможенных пошлин, вывозных, других таможенных платежей, они формируют 60% доходов республиканского бюджета. Очень высоко работу таможенного комитета отметил президент страны Аслан Георгиевич Бжания. Это, несомненно, так. Это очень важно. Мы надеемся, что именно в таком же ключе будет строиться работа и впредь. Естественно, наряду с этим есть задачи, поставленные другим ведомствам, в частности и финансовым органам нашей страны, об увеличении материально-технического обеспечения Государственного таможенного комитета для того, чтобы постоянная динамика шла в развитии, новые информационные технологии, новые компоненты, позволяющие еще более качественно администрировать таможенные платежи. На заседании коллегии присутствовал представитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия Константин Козлов. Он подчеркнул, что между ФТС России и ГТК Абхазии существует серьезное доверие и высочайший уровень взаимодействия. Мы с огромной гордостью и с огромным уважением отмечаем те успешные пункты, реализованные вами. Это и направление кодекса в парламент для утверждения, это и принятие товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, это и принятие таможенного тарифа. Уверен, что в этой работе вы достигнете максимальных успехов. По итогам коллегии работа Государственного таможенного комитета за 2022 год признана удовлетворительной. В рамках заседания коллегии был утвержден и план работы на 2023 год. Сария Кварцхель, Алексей Бастругов, Абхазское телевидение. Объем начислений таможенных платежей за февраль текущего года также превышает плановые показатели. План за февраль выполнен на 107%. За январь и февраль текущего года таможенными органами в бюджет республики начислено 371,1 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 40,6 миллионов. Премьер-министр Александр Анква поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения. Глубоко признательны за отзывчивость на наши обращения, готовность оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов всестороннего российско-абхазского союзничества. Ваше личное отношение к Республике Абхазия служит прочной основой продуктивного взаимодействия по всем обоюдно важным направлениям, в том числе в рамках реализации намеченных программ, говорится в поздравлении.
Житель столицы задержан за незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Абхазии психотропного вещества. А житель Гудауты за незаконное приобретение и ввоз наркотического средства и психотропного вещества в крупном размере. Обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия предъявлено жителю Сухума. Все подробности в материалах пресс-службы МВД. Наркотическое средство метадон в крупном размере и порядка 38 грамм психотропного вещества пригабалин незаконно приобрел и ввез на территорию Республики Абхазия житель города Гудаута Еник Алексей Зурабович, 1977 года рождения. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В результате личного досмотра гражданина Еник, проведенного в служебном порядке сотрудниками милиции, в правом кармане носимой им куртки были обнаружены наркотические средства, принадлежность которых к таковым определена экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. В отношении Алексея Еник следственным отделом Гагрского РУВД по части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний решением суда Гагрского района заключен под стражу. Расследование продолжается. Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества пригабалин вменяется жителю столицы 1994 года рождения Колесникову Владимиру Руслановичу. Последний был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСО сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В ходе личного досмотра гражданина Колесникова сотрудниками оперативных служб в кармане носимой им куртки были обнаружены капсулы психотропного вещества порядка 10 грамм, что установлено в результате исследований в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. По данному факту в отношении задержанного по части 1 статьи 223, части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело. Решением суда Гагрского района последний заключен под стражу. Обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия предъявлено жителю столицы Кутарба Роману Славиковичу, 1983 года рождения. Последний задержан в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска первого отдела милиции УВД по городу Сухум, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят пистолет системы ТТ с 7 патронами калибра 7,62 мм к нему. Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия, вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. По данному факту органам предварительного расследования столичного УВД по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело и принято к производству. Гражданин Кутарба решением суда города Сухум помещен под домашний арест. Подозреваемый в мошенничестве Леон Минджи, согласно постановлению суда города Сухум, заключен под стражу сроком на 1 месяц. Напомним, что ранее в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 МРОТ, 300 тысяч рублей. Так как в установленный судом срок средства не поступили на депозитный счет МВД, Минджи остался под стражей. Если кто-то пострадал в результате противоправной деятельности данного гражданина или владеет информацией об иных потерпевших лицах, МВД просит обращаться в Управление экономической безопасности и Следственное управление или на телефон доверия 920 20 95 посредством мессенджера WhatsApp или Telegram. Министр просвещения Инал Габле принял Лину Айба, участницу телепередачи «Умники и умницы». Школьница из Пицунды прошла в финал интеллектуальной игры в качестве теоретика. Лина успешно справилась с заданием, темой которого стала жизнь и творчество писателя Александра Островского. Финал передачи пройдет в апреле. «Умники и умницы» – олимпиада среди школьников на Первом канале и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Инал Габле поздравил Лину Айба и пожелал дальнейших успехов в проекте. Следующий этап самый ответственный.
Вот. Надеюсь, что он будет успешным для вас, и мы ждем вас, как я уже до этого сказал, с возвращением, только с победой. Вот. Участие для нас – это уже победа, вот. Поэтому я желаю еще раз вам удачи, успешной подготовки. Благодарю ваших учителей, родителей за воспитание и подготовку такого замечательного участника в телеолимпиаде «Умницы и умники». Вы для нас гордость. Такие ученики, как Даша Ситникова, вот теперь и вы, для нас являются примером. В Сочи состоялась встреча заместителя руководителя администрации президента Валерия Пабба и министра культуры Даура Ковы с руководством города Сочи. Обсуждался вопрос расширения взаимодействия в сфере культуры, в частности размещения выставочных экспозиций об историко-культурном наследии Абхазии в музеях и библиотеках курорта, а также участии национальных творческих коллективов и ремесленников в городских мероприятиях Сочи. Народный артист Абхазии Заур Чанба 3 марта отмечает 85-летие. Министр культуры Даур Ковы поздравил актера с юбилеем. Вы посвятили свою жизнь абхазской сцене, внесли неоценимый вклад в развитие абхазского театрального искусства. Ваш талант, преданность своему делу и самоотдача снискали вам любовь зрителей, отмечается в поздравлении. Кова пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и успехов. Молодежному общественно-патриотическому движению «Молодая Абхазия» исполнилось 15 лет. В честь этой даты состоялась встреча членов организации. Первый председатель движения Аляс Авицба напомнил об истории создания «Молодой Абхазии». Организация прошла сложный и тяжелый путь. За время ее существования было реализовано свыше 500 проектов. Более 5000 граждан республики в разные периоды являлись членами движения. 15 лет назад, 3 марта, было создано молодежное общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия». У нас тогда было несколько человек, это 4 человека нас было. Организация прошла очень сложный, очень, даже скажу, тяжелый путь. Было реализовано свыше 500 проектов разных. Маленьких, больших, глобальных, там, те, которые даже сегодня кажутся глобальными, потому что после вас подобными проектами не занимается никто. Главную задачу мы выполнили, и мы доказали, все вместе доказали, что необходимость формирования государственной молодежной политики на основании идей молодежи, на основании инициатив молодежи, на основании их пожеланий с небольшой корректировкой более опытных и старших товарищей, коими были и наши наставники. Она необходима, она жизнеспособна, и она дает результаты. Специалисты Абхазской железной дороги приступили к работам по расчистке здания Сухумского вокзала и благоустройству прилегающей к нему территории. О капитальном ремонте речь пока не идет, но планируется провести в порядок фасад здания. Обо всем подробно расскажет Алика Трапш. Одна из главных архитектурных достопримечательностей столицы – Сухумский железнодорожный вокзал. Он был построен в советское время по проекту архитекторов Ливана и Лолы Мушкудиани и сдан в эксплуатацию в 1951 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал, и некогда величественный архитектурный объект превратился в обветшалое безлюдное здание. Фасад, кровля и внутренние помещения вокзала в удручающем состоянии. Совсем недавно Абхазская железная дорога приступила к расчистке здания Сухумского вокзала и благоустройству прилегающей к нему территории. Мы планируем все это вымыть с внутренней стороны, именно пол, стены, там где-то возможно будет очистить от плесени, от грязи, привести в надлежащее состояние. Попытаемся привести фасадную часть в надлежащее состояние. Очень много повреждений в потолочной части, чтобы их не было, мы восстановили кровельное покрытие. Планировка вокзальных помещений отличалась простотой и ясностью. В центре здания расположен вестибюль, операционный зал, к которому с обеих сторон примыкают залы ожидания. Рядом для отправляющихся пассажиров помещение ресторана. Отдельный зал ожидания для местных и пригородных пассажиров был изолирован и имел отдельные кассы, что создавало большие удобства. Большое внимание
Авторы проекта уделили центральной части и главному входу в двухсветно-сквозной вестибюль, выдвинутый вперед в виде трехчастного выразительного портала. Словом, все здание выглядело изящным, легким и ажурным. Чтобы хоть немного вернуть былую красоту вокзала, ведутся работы по расчистке фасада и декоративных элементов от растительности, плесени и грибка. Планируем вывеску «Сухумский вокзал» и на абхазском, и на русском языке. Это все прошкурить, прочистить, покрасить, провести подсветку. Хотелось бы подметить, что есть у нас в Сухуми такой магазин АДУ в лице Дениса Халбада. Они изъявили желание, выступили как меценаты, и все светодиоды, которые нужны будут для освещения букв, они предоставляют от своего имени, помогают нам. Также Абхазская железная дорога при поддержке зеленого хозяйства столицы проводит работы по расчистке парковой зоны, прилегающей к вокзалу. Кроме того, чтобы здание вокзала приняло более эстетический вид, у руководства АЖД есть некоторые идеи. Для того, чтобы на сегодняшний день предотвратить хождение внутри вокзала, которое на сегодняшний день, как мы наблюдаем, привело к ужасающему состоянию внутри, то есть это очень много мусора, и мы пытаемся его законсервировать, в то же время придать ему внешний вид более или менее такой опрятный. То есть эти проемы все зашить фанерой, далее на фанеру нанести баннерную ткань с точной имитацией оконных проемов того времени. А те оконные проемы, которые мы сегодня наблюдаем, мы их трогать не будем, они как есть, так есть. Мы их постараемся привести в такое состояние, чтобы они не подвергались эрозии. То есть для того, чтобы они остались, впоследствии, если в дальнейшем будет реконструкция вокзала, чтобы они служили как макеты. Фасад здания Сухумского вокзала выполнен из природного камня. И чтобы не нарушать архитектуру и сохранить его первоначальный вид, красить здание не рекомендуется. Красить мы не будем. Мы постараемся под высоким напором воды прочистить, промыть все, что будет возможно. Далее попытаемся всю фасадную часть проработать жидкостью, которая будет предотвращать дальнейшему цветению. То есть, чтобы то, что мы сейчас сегодня видим, вот эти почернения, мхи и так далее, чтобы они далее уже не распространялись по фасаду здания. Работы по расчистке Сухумского железнодорожного вокзала выполняются за счет средств АЖД. Их планируют завершить до празднования Дня Победы и независимости Абхазии. Алика Трап, Тимур Лугохи, Абхазское телевидение. Даниил Харчилава стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе, который прошел в республике Коми, сообщается на сайте Госкомспорта. Даниил выступал в весовой категории до 70 килограмм и представлял Калининградскую область. Турнир являлся отборочным на чемпионат России, который пройдет в июне этого года. Даниил Харчилава тренируется и учится в Калининграде в школе Олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Хаджаевых. Является воспитанником тренера Размика Алабяна. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 4 и 5 марта на территории Абхазии ожидается туман, временами дождь. Температура воздуха ночью 1,6, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.